Я вот такие нанизала на ленточку прям. Вот она такая тоненькая ленточка. Просто прям и хорошо держится, легко одели, там не видно и очень удобно. Потом стала пробовать, а вот тут старенькие остались бусы. Их сняла, обычно даже застежечка. Покороче, застежечка такая она готова была. Разобрала, такие почти однотонные. Лесочка такая, да, вот такой рулончик, да. И тогда уже побольше можно нанизать мелких вот деталек, потому что на ту хуже. Ленточка не продевает мелкие эти, не проходит. А вот на эту, пожалуйста, можно между бусинками. Ведь здесь так совсем мало. А здесь можно побольше этих вот бусинки разные, мелкие. И вот завязывается, одевать сразу можно, без застежечки. Валяют в теплой воде, валяют даже и в холодной. То есть немножко берут воды, можно туда сразу мыло добавить в мыльной воде. Можно просто намочить, руки помылить мылом и валять. Начинать валять надо очень слабо нажимая, чуть-чуть, что форму шарика. А потом он чувствуется, скатывается, он становится уже такой. Очень удобно свалять можно из одного цвета, а используя вот эту иголочку, потом прям туда добавить. Есть еще вот волокна, помимо шерсти, из бамбука, вискоза вот разного цвета. Она придает такой блеск. Ее чуть-чуть вытянули, чуть-чуть так нанесли, и она создает вот такой отблеск. Чем тоньше эти прядочки, тем лучше шарик ровнее скатывается. Если комочками, они потом как бы плохо и сваливаются. А делают так, вот распушили. Так, взяли маленькую прядочку, вытянули. Одну, вторую там, смотря какого размера шарик. Потом сделали прядочки поперек также, как маленькие-маленькие тоненькие прядочки. Складываете их. И варианты тоже потом разные бывают. Ну вот, например, вот такой, смотрите. Можно добавить, например, другой цвет сразу. Он перемешается и как бы тоже даст такой оттеночек уже немножко другой. Вот небольшие прядочки. Вот если решаем, что шарика хватит такого, значит, берете эти, что один из вариантов покажу, потом второй, как можно найти. И вот нужно хорошо, плотненько сложить вот этот шарик. Там видела мастер-класс, как женщина без иголочки, но потом очень аккуратненько. Их обычно делают, сначала наделать надо. Вот, например, на бусики такие уходят где-то 13-15. Значит, сделали эти шарики, заготовочки, вот такие сухие. Такую заготовочку сделали, вот когда иголочка есть, ставите ее на эту. И вот чтобы убрать эти, чтобы немножко придать форму шарика, а потом легче валять. Заваляется он и так. Но вот так вот, когда делаете этой иголочкой, формочку такую придали. Приминается шерсть, да? Они входят туда, чтобы вколоть. И потом вот так руками немножко. И вот он уже, чтобы не было там этих раковинок таких вот, чтобы зазубринками такими, зазубринками, да. И вот ею прям просто Так, вот губка раз туда, вот на губочку вот этот у меня меньше. Губка. И она очень хорошо вот. Клееночка. Остаточки шерсти. Мыло, теплую воду. Так, шерсть, так, полотенце. Полотенчик, руки вытирать, чтобы сухими потом вытирать. Дальше приготовим снова, в общем, две. Одна прядочка готова и вторая. Их закатывают как бы. Можно так убирать, а так можно закатать. Вот одну прядочку берем, вот так ее закатываем. Что вот надо именно серединка тоже была хорошо. Вот если просто скомать, понимаете, будут вот такие эти, не проваляются. Берем, прикладываем вторую. И ее тоже так же к ней вот так как бы вокруг оборачиваем. Оборачивайте вокруг. Вот она, чтобы вся вот была там и серединочка не пустая. Вот иголочка тоже, можно даже простой иголочкой вы можете вот так вот закрепить, чтобы она не расползалась, обычной. Вот иголочку вы взяли, там даже написано, можно спицей острой, можно иголочкой. Прям полотенчика сверните, вот, если нет этой губочки. И она просто закрепите, чтобы она не расползалась. И вот такой шарик готов уже для валяния. Пахмы называются, не прятки? Пахмы. Пахма. Вот эта одна маленькая вытянута, называется Раз, пахма. два, Поперек положим. Два слоя Вот вдоль. если делать. Вот сворачиваем плотненько. Плотненько сворачиваем к центру. Свернули к центру и закрепили иголочкой, чтобы серединка там была хорошо это прокатана. Получается вот такой сразу узорчик на этой бусинке. Тоже обычно можно его иголочкой чуть. Вот какой-нибудь такой вот узорчик на бусинке. Другого цвета, беленького там или какого-то.
она получается вот такая уже. Накладывайте друг на друга, чередуя так, по вертикали, по горизонтали. Отщипываем мы вот как... Вот такие. И если толсто получилось, вот разделили, чтобы они были вот такие. Чем тоньше эта пахма, тем она получается, более шарик скатывается красивее, ровнее. Шарообразнее он получается, такой ровненький. Что так вот. Так, сейчас мы делаем... И сворачиваем. Сколько бусинок? Надо где-то 13-15. Только закрепите, потом шаричек валять и все. Вот и все. Я просто... Вот так друг на друга, вот так положили. С иголочкой, нет? Без. Ага. Ну, вот хватит. Переворачивайте и вот сворачиваете. 2 слоя вдоль и как 2 раз вот поперек. вот этот шарик, придать форму шарика. Все завернуть, пользоваться ей надо прям у нас что, губка, да? строго вертикально. Строго Губочка, вертикально. обычная губочка, да. Или вот эту, сюда этот, посуду мы та же самая, да. Не хочет она никак. Ну, вот она просто закрепить немного. Нет, вот здесь можно закрепить. Пусть шарик будет побольше, Много, видишь, вот наверное, не было шерсти уголочков. Он толстой. потом сваляется. Может, тихонечко начнет вот так сваливаться. А насколько они уменьшатся в размере? Ну, вот эти смотрите, я заготовки? примерно это. Вот Они такие они наподобие должны можно быть, да? Валяется, это Чуть еще поменьше. скатается. Они Рукавицы скатаются. делали, какие Такие вот. большие, да. Если делаете вот такую стопочку, то просто в центр старайтесь, просто в центр. А уголочки убираются потом иголочкой. Вот прямо вот плотненько туда, в центр. Центр складываем. Что как шарик, чтобы сделать. И прижать потом это. Так, стопочку складываем Да. в центр. А если делаем из этих таких длинных пахм, то это уже делаем закруточкой, Закручиваем. да. А эти просто складываются туда, в центр. И закрепляются иголочкой. Лишь бы не расползались. Лишь бы Да, не да, да, лишь бы расползались, это уголки да? убрать. Не надо, чтобы был Там плотный совсем шарик. буквально они вот говорят, что надо Не надо просто плотности. только вот, чтобы эти уголки не торчали, раз так сворачивать. Вот, то есть он должен быть такой воздушный. Да. Есть там зазубринки, вот тут они, вот она такая шершавая, вот это место. Здесь гладкая, а вот здесь вот Добавили тоже, чтобы шершавая. она была как бы прядочная. Она без как бы таких туда пахм это. этих, длинненькая такая. Потом ее скручиваете. Сразу вторую приготовить надо. Цепляет. Да, за она мыс. Сразу цепляет вторую их надо крутить. друг за дружку. И вторую теперь или так же, или в обратно, вот так вот ее. И она уже как шарик сама. И получается Пряди. удлинённая, когда. А вторую прядь поперек мы Можно поперек, а закрутим, да? можно и так. Например, да, и вот запереть из кончика и закручивать вот так ее. Вот туда плотненько туда. И вторую также. Она уже, видите, как кругленькая, и потом проще даже без иголочки. Колечко Вторую можно такое, вот да? так. Вот вы сделаете такую, и все, и получится. А, Тут не приваляется. И вот не так приваляется. оттопыриваться будет. Потом придется иголочкой вот так ее убирать. Потом лучше сразу вот ее сухую туда внутрь. А так иначе она не Чтобы был заваляется. шарик. Да. Обязательно должен быть шарик, иначе не Раковинки эти, они потом вот такая вот как бы выступ такой, ямка такая будет. Ее потом тут придется добавлять ниточки, иногда приходится и заваливать. Что раковинки не должно быть вот этой. Ее просто закрыть можно вот этой. Она потом туда уваляет. отремонтировать. Да, вот ее подправить можно. Вот, и вот теперь, чтобы не оставалась такая. Чтобы не было вот этих таких туда внутрь ямок. Ямок не было. Они не появились. Ты иголкой делала? Да, делала. Все равно раковинки остались, да? Получается туда как бы уже у вас углубление. Вы только закрепили и оставьте так вот этот, чтобы он не был таким вот. Но потом при валянии, когда это не убирается, просто взять надо кусочек еще и еще раз провалять, она закрепит эту яму. Но не прозевать надо, иначе останется эта ямочка. Вот это нормально вот так? Да, вот этот вот типа таких надо. Вот такие вот делайте, что они потом сваляются. А вот эти вот уже будут немножко. У вас форма есть специальная. Можно я так по плотности так. А какая? Вот это много шерсти, да? Вот это. Слишком плотная. Вот это слишком плотная. Это слишком плотная. А вот заготовки разного диаметра, они Да, конечно, такие вот так и бусы будут разные, да? Туда крупнее я обычно ложу, а туда помельче. Чтобы они уже были немножко, чуточку разного этого размера.
не так назовем, когда это коротко. Это... прядь одна сматывается в Прядь рулончик, одна. и вторая добавляется. Здесь не обязательно иголочка, здесь не обязательно иголочка. Стопочку делаешь туда. Нет, На я нашей хочу- фабричке ни одной забастовочки. Делаем однотонные. Ну, такие профессионально сделано практически. Какой вам метод закрутки удобнее? Вот это стопочка или... Слышь, а я наоборот Или без иголочки удобнее, да? Сначала одну, да, ровно получается, без иголки. Так, это накрутили без иголочки, да? Больше понравился этот метод? Да, мне что-то больше так. Прядью, без Да, иголочки. без иголочки. Мочили руки и тихонечко, Водичку вот так намылили. валяйте. Аккуратненько, почти не прижимая. В мыльных руках просто. И сильно не мочите этот пока шарик, а начинаете вот так его валять. Крутить. Да, Между легонечко. ладоней. Руки, да, сам даже не мо- Он тихонечко, может начаться, вот тоненько шея как сплющиваться. Ну вот не давайте так, потихонечку. Не сильно, не сильно. Намылили воду. Потом уже можно побольше намочить шарик, чтобы он там промокал тоже. Надо, чтобы и серединка завалялась, тоже промокла. Вот так шарики. Валяете, потом начинаете их там усиливать уже. Режим. Сколько тут говорили? 5-7 минут один шар. Я не очень делаю твердо, чтобы продевать хорошо было. Ну, еще немножечко надо, так чуть-чуть, чтобы он чуть покрепче был. Надо, чтобы провалялся, вот как вы вытаскиваете эту, и шерстинки по одной вытаскивались, завалялись, чтобы. 5-7 минут. Да не так-то вроде, я думаю, что поменьше получается. Уже чувствуется рукой твердость потом такая, да, вот уже начинается. Твердеть такой кругленький твердый. Не надо, да, твердый я не делаю очень. Делаю вот буквально, наверное, можно остановить. Такой упругий шарик, да? Ну, еще вы, значит, просто Подави его немножко так пальчиком. Ну, уже тогда поставьте покрупнее, пусть будет. Технология простая, мочить Очень. руки в Да. мыльной воде и валять по- Добавлять по там 5, мыльца, если примерно 5 минут. До упругости. До упругости. Чувствуется твердость такая уже, вот там шарик становится тверденьким. И все. Буквально. Тесто у нас получается почему-то. У меня Почему тесто получается? Почему как тесто? Не знаю. Раковинки, потому что нужно добавить шерсти. Хорошо, так положим заплатку, да? Заплатку надо, да, положить. И мыльные ручки надо мылить руки. Посмотрите, пожалуйста, раковинки получаются. Не, А, вот эти раковинки, да. Это где-то, значит, тут вот Их надо как, сильно или нет? добавить мыло, Как-то надо вы так, что ли, попробуйте. делаете? А я По круговой. Сначала надо вот именно потихоньку, чтобы раковинок не было, надо вот это, а потом уплотнять постепенно надо. Вот если резко, то она может тоже так вот. Раковины могут образоваться, если резко. Потихоньку, вот начинайте слабенько, слабенько, слабенько так. А потом добавляете уже нажим. вот уже все, но Закаталось, да? И мыло Потом может быть потихоньку, больше да, мыло нужно. добавить И может мыло иногда. Вот, можно на руки добавить. когда вот эти есть, так чтобы их завалять, добавляйте мыло. Нет раковин? есть чуть-чуть. Значит, а шеи, видишь, нету пока. Здесь нет пока, надо аккуратненько. Вот очень тихо. Какая получилась. А, есть раковинка. Есть раковинка. Это дырочка. Так, тогда или мыло, или заплатку. Нет, мою бусинку одну спортила. Ничего страшного. Ничего не знаю. Не, у вас уже завалялось. Сейчас тоже покрупнее, она ровненькая, хорошо завалялась. Чувствуется, что так плотненько, слишком напуха потекает. Слишком маленькая. Так, здесь задача, чтобы не было раковин, да? Завалять. Нет, Раковины образуются от Как трещинки давления, как получаются. трещинки, и их Ну, не должно просто что, быть. ага, Или руки не намылены. да, что-нибудь может.
Или когда вот сваливали, Или сухие, там сваливались. как-то попало немножко в середину. Вот. Что иголочкой много не надо работать, чтобы Иголочку туда не не надо, натыкать. чтобы не было. Так он ровненький. Ну, потом их промываем. А вот в 2 раза, да, примерно уменьшились заготовка? Да, вот смотрите. Рядом заготовка, рядом шарик. 3 раза больше. 2,5. Артель снова в работе. Можно и так подполовлять. Можно Да, закатать, да, да. даже вот Так тут же. покрутить. Даже аж несколько сразу раз намочить. Кто там много делает, так побыстрее, чтобы не штучное. Ускорить чтобы- процесс. Вот так. Да, прям несколько и 2 руками так валяют. Какая маленькая ездит. Трещинка. Заплатку надо. Вот я еще покручу. Ладно, это первые, да. Первые идут. Можно иголкой, можно заплаткой, да? Добавить сразу, да. Заплаткой сразу. Ясмина, они высохнут, такой размер сохранят, Они да? не изменятся, в Не принципе. изменятся уже, да? Вот уже у нас готовы. Шарики готовы. Так, здесь красивые шарики. Почти готовы. Отстающая. Тут у нас работает целая бригада. Да. Вот раковин треснутые. Тут очень много. Так, если трещинки, мы до полоскания, да? Надо нам исправить. Вот видишь, доводим до С мылом или заплатки ставить, Версмена? Да. Заплатки или с Оставить мылом? надо, иначе она Заплатки уже нужно. свалялась, ее надо добавить шерсти и потом Добавить мылом. шерсти. Тогда она соединит потом трещинка. А так она может потом остаться. Потом мы полоскаем. Потом пополоскать. Так, Потому что потом подбираем, что смотрю, как подбираем уже бусинки. лучше это бусинки сделать. Ага. Это сюда, а эти посерединочке. На ленту будем насаживать. Да? Что мы все бросаем в чистую воду, да? Полоскаем. Не выжимаем, не сдавливаем Версмена, нет? Так вот, просто, да. На полотенчика потом так вот немножко подсушите, да? Так, сполоснули. И что мы дальше делаем, Версмена? На полотенчике так немножко их подсушите. И, конечно, чуть-чуть подсохли нанизывать. Так они совсем сыроватые. Вот я обычно полежат там сколько-то. Полежат даже какое-то ночь, время, а да? утром встаю, нанизываю. Что они как бы чуточку, а так сыроватые, да прям это они Может, очень дома нанизывают. их тогда Да, сделать, можно дома собрать. потом нанизать, да. Ну вот помяли чуть-чуть мы. Или надо форму снова им придать, да, Версмена? Можно так, Чуть-чуть да? помялись, да? Так Прокрутить. Не надо тебе. Уже мы сполоснули. Высушиваем. Так, на иголочку. На какую иголочку мы Вот иголочка с насадили? таким вот ушком, чтобы ленточка влезла. Такая штопольная игла, да? Ну, она не штопольная, Нет, она не поменьше, штопольная, она поменьше, штопольна да? больше. Просто с удлиненным ушком. С таким. удлиненным Обычная ушком иголочка, игла. они в наборчиках правда обычных есть. Чтобы эти мелкие такие влезли. Так, и на ленту мы бусы. В промежуток между бусинками, чтобы несколько таких. И просто И вот продеваем продеваете. посерединке. Но она когда чуть подсохнет, полегче. А так сейчас сыровато, так уж совсем. Чуть-чуть бы подсушить. Чуть-чуть Пролезет она. подсушить. Но Не испортится, не испортится не, мокрой, форма нет, обратно. форма не она уже вы потеряет сделали, форму, так да? она вернет все. Ничего страшного там нет. Нитку можно, да? Или она тонкая? Шелковая. Версмена. Да, конечно. Да? Лишь бы держалась. Лишь бы держалась любую нитку.
белыми бусинками комбинируете. Вот, да, скомбинировать так вот. Так, у тебя свистаем. А? Ты вот так. Вот смотри. Розовые, хорошо, красиво. А что ты не заказала? Готово уже, да? Набрал посерединке, что тебе надо было. Красота. Ну вот, маленькие бусы. Thank you.